Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики обсудили в эти дни в Якутске. И если специалисты в этой области в основном говорили о сугубо медицинской стороне этой темы, то о том, что нужно знать населению о вакцинопрофилактике, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Меченого Михаил Костинов. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Вы участвовали в Республиканской научно-практической конференции по вакцинопрофилактике. Расскажите, пожалуйста, на что вы в первую очередь или больше всего обратили внимание врачей нашей республики? Ну, во-первых, от тех вакцин против тех инфекционных заболеваний, которые вы по сравнению с другими регионами включили в календарь прививок. Это вакцина против менингококка инфекции. Это важно. Это заболевание, которое редко, но метко. Потому что она редко встречается, но если заболевает, то летальные исходы очень значительные. И вы как раз, эта вакцина была включена в календарь прививок детей с 20 месяцев. Делается она однократно и хватает им на всю оставшуюся жизнь. Вторая вакцина против коклюша для подростков и взрослых, тоже, что включил ваш регион в календарь прививок. И, конечно, новые данные, новые сведения, почему должны проводиться, потому что эта инфекция коклюш, она является бич по всей России и в мире, потому что дети в 5, 6, 7 лет начинают болеть, потому что иммунитет непрочный. И, конечно, надо брать внимание. Вакцина против ветряной оспы, это то, что давно известно. Вот. И, конечно, проблема и спорный вопрос по вакцинации больных детей. Понятно, что больной ребенок это есть как группа риска, это все знают и всем написано, как их проводить вакцинацию. И, конечно, врачам в первую очередь мы объяснили все, какие тонкие вопросы специально медицинские, для того, чтобы могли реализовать на практике. Все знают, что да, вакцина есть, а когда врач не знает, чем, зачем, почему и какие тонкие вопросы, тогда она не проводится. И, соответственно, вакцину купили, а она не реализуется. Вот поэтому была посвящена эта конференция. В последнее время стало бытовать мнение, что прививки ставить не обязательно. Кто-то ссылается на то, что могут быть какие-то нежелательные осложнения, кто-то оперирует тем, что вакцины могут быть некачественными. Кто отвечает за качество вакцин у нас в стране и насколько они безопасны? Ну, я начну с последнего вопроса, потому что за качество вакцин не только что их производство и что вводишь, а их эффективность в дальнейшем на годы, как будет на десятилетия, это есть специальный орган, как было при советской власти, это и специальные учреждения, которые отвечают за оценку безопасности и иммунологической эффективности и эффективности всех иммунобиологических препаратов. Это орган, который он есть в России, то, что не могут иметь другие государства, которые мелкие, то, что бывшие страны СНГ. Поэтому не может быть ни один препарат в России применяться на практике, пока не проходит контроль. Контроль – это долгий процесс, может быть и год, и 2, и 3, и 5, и 10, потому что даже если препарат за границей он применяется, мы не имеем права его использовать, пока не будет доказана его безопасность. Ну и, конечно, ради чего делается эффективность. Поэтому здесь не идет разговор, это не рынок, что самолеты привезли откуда помидоры, прошли, не прошли контроль. Это есть, потому что вакцины – это самый проверяющий иммунобиологический препарат. Второе, делать, не делать, я думаю, вот я всегда отвечаю тоже таким вроде странным ответом, что все мечтают жить в комфортабельных квартирах, машины иметь, но никто не хочет обратно велосипед. Никто не хочет жить в палатках, понимаете, вот рядом с домом, потому что это же хорошо, а почему не хотите жить? Вот так и ответ на вакцинацию. То есть человеческое подумало инструмент борьбы с всеми недугами. И умный человек, умный, я говорю, умный и обязательно грамотный, всегда будет защищать своего наследника. Я всегда приведу пример еще другой, что животное имеет инстинкт. Попробуй взять щенка у собаки или другое, значит, она будет бросаться. А у человека, который считается, что вроде не инстинкт, а есть мозги, которые работают, он говорит, что нет, это не надо, это вредно. То есть это возникает, такие явления, от незнания людей. Вот это первый факт, от незнания. Потому что если человек, он знал,
кто-то осуществлял. И второе, что важно, потому что сейчас передача вот этих отрицательных явлений очень просто через средства массовой информации, интернет, и каждый человек может писать, что ему в голове. Мифы когда возникают? Когда не знают. И чем ужасный будет миф, чем Тем больше в него поверят. Правильно, вот так и получается. Поэтому и в чем обращаю внимание, что есть право ребенка. Что написано в международной возрастке права? Ребенок имеет право быть защищен от все, что можно профилактировать. Это его право. Родитель не думает этого. Значит, он думает так: Бог дал, Бог взял. Ну так это тоже глупо. Поэтому что обращаю внимание, что умный человек это будет думать. Тот, который не думает, короче, будет отказаться. Ну и, получается, вопрос вытекает из предыдущего. Некоторые инфекции переносятся довольно-таки легко. И обязательно ли в этом случае ставить прививку? Или, может быть, дать возможность ребенку все-таки переболеть, перенести эту инфекцию на ногах, и иммунитет за счет этого может быть выработан? Ну, дело в том, что если было легко, зачем делать вакцинацию? Вот первый вопрос. Такое не бывает, понимаете, потому что инфекций очень много. Где-то 230-250 то, что на суше и в воздухе, не говоря, что под водой. Поэтому в мире подобраны те инфекции, которые они имеют масштабный эффект. Масштабный. Мы не берем профилактику цитомеловирусной инфекции, не герпес 6 типа и так далее, потому что это невозможно делать. Берется те инфекции, которые имеют эпидемический или пандемический характер. Брали дифтерия. Вот у нас отказалась дифтерия 90-е годы, во время перестройки. Что получилось? Нигде на планете, я обращаю, в конце 20 века не было эпидемии дифтерии. Где была? В России, потому что вся свобода, демократия, все хотели, говорили, что хотели, вот и получилось. А в конце кто страдает? Не те, которые болтают и говорят, что это вредно, а страдали невинные люди. Дальше. Поэтому сейчас инфекция подбирается, никто не знает, как корь будет. Корь, может, у здорового человека будет, но имей в виду, что рядом с человеком здоровым есть еще больной. Если эта инфекция будет у человека с какие-то отклонения состояния здоровья, не знает, кто не знает, чем закончится. Это одно. Вторую часть, если взять политика государства. Государство отвечает за биологическое благополучие, то есть то, чтобы не болели население, чтобы было всем хорошо, чтобы ходили в школу, ходили на работу, никто. Кто захочет это делать, понимаете? Поэтому те, которые думают, что вакцина опасна, это они неправильно, это опять имеет ошибочное мнение. Ну а все-таки насколько эффективна вакцинация и длительность иммунитета, который она прививает, он на всю жизнь остается или в каких-то случаях нужно дополнительные вакцинации проводить? И эффект от вакцины зависит какой природы. Есть вирусные вакцины, есть убитые вакцины. Если взять вирусные вакцины, корь, паротит, краснуха, ветрянка, то здесь делается 2 дозы. Это может хватать на всю оставшуюся жизнь. Может. Убитые вакцины, дифтерия, столбняк, коклюш, там, гепатит Б и так далее, это вакцины формируют иммунитет на более короткий срок. Допустим, почему мы делаем дифтерию, столбняк, коклюш каждые 10 лет? Потому что иммунитет не сохраняется долго. Ну, так от природы. Ну, то есть все-таки получается, что вакцинация делает иммунитет намного сильнее, чем, допустим, болезнь, которой человек переболел и приобрел какой-то иммунитет. Наоборот, я бы сказал, что вакцинация формирует иммунитет, но она зависит, если вирусный, допустим, человек болеет корь, паротит, краснуха, ветрянка, да, иммунитет на всю жизнь. А если идешь на вакцинацию, нам нужно 2 вакцины, иммунитет такой же будет. Что касается дифтерии, столбняк, опять пневмокок, иммунитет он короткий после болезни. А вакцина тебе делать иммунитет никто не знает. Сделаешь менингококку вакцину 4 разновидностей, иммунитет сохраняет современные вакцины, может, на всю жизнь. А может и нет. Это никто не знает, потому что пока новое поколение вакцин. Пневмококку вакцину сделаешь конъюгированную вакцину, это новое поколение. Тебе хватает, никто не знает, 10, 15, 20 лет. А болезнь тебе делать иммунитет на полгода. На 1 серотип, а и еще 90 разновидностей пневмокока. Но если все-таки человек решил ребенка или себя, может быть, каким-то образом привить, то какое максимальное количество вакцин за один раз допускается поставить? Значит, и по рекомендации ВОЗ, и по рекомендации, которые нормативны, то, что у нас есть в России, разрешается проводить человеку не больше 3 инъекций. То есть 3 инъекции. В эти 3 инъекции могут ходить сколько хочешь антигенов. И 10, и 15, 20, и 30, и 40, и 50. Потому что уже доказано, что человек может отвечать
до 1,5 миллиона антигенов, то есть против 1,5 миллиона. Поэтому в современной вакцине содержится не больше 20-30 антигенов. Поэтому делаешь 3 инъекции, но это, конечно, почему только это? Можно и 4, просто это по решению этического комитета нельзя. Ну, представь себе, человек получает 3 укола, ребенок. Что он будет делать? Скажет, что спасибо, будет плакать. И это ребенку неприятно, и родителям. Ну, и может делать и 4-ю, допустим, вакцину через год, типа ротавирусная. Но в последнее время регулярно стало появляться в средствах массовой информации сведения о том, что создана некая универсальная вакцина от детских болезней всех оптом, от всех штаммов гриппа. Правда ли, существуют ли такие вакцины и какие наиболее интересные и полезные разработки ведутся сейчас в данной области? Ну, создание универсальной это все мечтают. Ну, я помню, это давно, еще где-то 20-25 назад, был международный конгресс, и давали тоже зал такой же вопрос. Как вы видите будущее? Да, будущее вакцинации, когда ребенок родился, дашь 1 каплю или 1 инъекцию, и все, больше не надо. И забыл на всю жизнь. Это мечта. Сейчас даются универсальные вакцины, допустим, разработка универсальной вакцины против гриппа. Потому что, знаете, что ежегодно меняем различные серотипы. То есть название остается, а ее состав ежегодно меняется. Вот сейчас есть разработки, что будет вакцина от гриппа, которую делаешь, она тебе защищает от всех серотипов, которые есть. То же самое вакцина от пневмокока. Я новые данные знаю. Сейчас мы делаем вакцину против 13 разновидностей серотипов, которые прикрывают до 80 циркулирующих. А есть разработка, чтобы делать такую вакцину, которая от всех разновидностей пневмокока. Держишь 1 дозу, где хватает. А когда появится такая? Ну, это все мечтаем. Дело в том, что это... Я почему говорю, как раз обращаю внимание на то, что создание вакцины – это очень тернистый путь. Это десятилетие, 15, 20, 30 лет. И может человек всю жизнь работу не создавать. Не означает, вот это, как легко относятся родители, что вот эта вакцина вредна, это опасно и так далее. Это брешь, потому что люди не знают. Если они знали, как разрабатывается, сколько мучений, сколько там это работает, это тысячи людей работы на создание. И вдруг выходит один человек, который говорит, что как белый ворон, что это все плохо и так далее. Но это не может быть. Вот тогда слушайте мнение те, которые понимают в этой проблеме. И давайте вопросы, вам ответят грамотно. Михаил Петрович, большое вам спасибо за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Я желаю вам успехов в вашей нелегкой, но очень полезной работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о вакцинопрофилактике с доктором медицинских наук, профессором, заведующим лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Меченого Михаилом Костиновым. До встречи в эфире.